Добрый вечер, дорогие телезрители. Программа «Киэфир» с вами в прямом эфире. Я его ведущая Кунбаева Джинара. Наш номер прямого эфира, наш номер студии 59 20 01. Как всегда, вы сможете присоединиться к нашей беседе, задать интересующие вопросы, спросить советов у наших гостей. Ну а сегодня, я думаю, у нас будет очень много звонков, так как тема, которую мы сегодня будем в целом поднимать, разговаривать, узнавать все тонкости, думаю, заинтересует всех, особенно телезрительниц. Говорим мы сегодня о макияже, о тонкостях макияжа в целом, как правильно краситься, как узнать свое лицо, свои черты, что подходит вам, а что нет, и в целом секреты красоты сегодня нам будут раскрывать, я думаю, профессионалы своего дела. Гости уже в эфире, давайте я вам их представлю. Рядом со мной сидит Надежда Аяпова, это визажист-стилист, а также председатель центра Beauty Med Plus. Здравствуйте, Надежда. Также у нас Яна Шаяхметова, участница и призер конкурса, который прошел буквально недавно, в апреле, Golden Asia 2015, где вы стали призером, да? Здравствуйте, Яна. Сначала мы хотим еще и поздравить вас с тем, что вы получили номинацию и стали призером этого конкурса. Ну, также Елена Исаева, визажист, стилист. Я думаю, сегодня вы нам расскажете, поделитесь всеми секретами, вашими тайнами, да, то есть, я думаю, в ваших руках действительно очень многое зависит, то есть вы волшебница, да, я думаю, так вот правильнее вас назвать. Сначала хочу задать вопрос вам, Надежда. Вот центр Beauty Med Plus, я думаю, телезрителям тоже интересно, что же это за центр, что же за чудо-центр, вернее. Это обучающий центр, где много направлений. Любой желающий может освоить профессии как визажа, парикмахерского искусства, нейл-дизайна, массажа, косметологии и так далее. Большой спектр услуг, где преподаватели ведут занятия групповые, индивидуально, а также принимают клиентов. То есть туда можно, то есть обучение это вообще сколько в целом занимает времени, или это уже подход индивидуальный? Подход индивидуальный, но если в группах, то это месяц, полтора-два, в зависимости, куда вы идете, у кого хотите отучиться. То есть весь курс визажа, то есть можно и себе подобрать макияж правильный, и другим также. Настолько все тонко обучается, да? Но если мы говорим о курсе визажа, то курс длится 1,5 месяца. Начинаем с нуля, ну и выпускаем уже практически готовых визажистов, квалифицированных. Вот, такой вопрос. Вот у некоторых не получается, да? Вот, как говорят, 1% таланта, 99% труда. Так ли это? Ведь только возможно практика, ли научиться? да. Потому что девочки на первом уроке говорят, получится ли с меня визажист или нет, не умею никогда рисовать, не было никаких данных. Если вы знаете правила визажа, мы изучаем разные формы лица, разные схемы макияжа, учим грамотно подбирать их к этому лицу. Все получится. Только старание и терпение. Замечательно. Елена, у вас, я бы хотела немножечко спросить об опыте работы, да, как давно вы в сфере, в целом, индустрии красоты, да? Ну, именно по специальности визажиста я уже работаю 13 лет. 13 лет, да? Да. То есть это очень большой стаж. У вас, я уверена, клиенток просто уйма, от звонков нет отбоя. Ну, всегда можно найти место для клиента. Время, в принципе, ну, здесь все бывает как бы по сезону, да. Ну, клиентов достаточно, конечно, за столь длительный срок, клиентов много. Ясно. Ян, я знаю, вы являетесь ученицей, да, школы Татьяны Азаровой, то есть вы выпускница Татьяны, да? Да. А вы как давно уже тоже в индустрии красоты? Ну, я закончила всего 1,5 месяца назад. Ага, всего лишь Обучение. 1,5 месяца назад. Да. Но тем не менее вы стали победительницей в таком масштабном конкурсе Golden Asia, который прошел в Казахстане, в городе Алматы, заняли одно из призовых мест. Да. Что же повлияло? То есть всего лишь 1,5 месяца, а там, я знаю, были профессионалы своего дела, которые уже давно в этой сфере. Ну, мы были в разных номинациях. Я была в юниорах. И, наверное, хорошую школу получила. И
желание победить, естественно. Самое главное, да? Замечательно. Я напомню нашим телезрителям, дорогие телезрители, номер нашей студии 59 20 01. Сегодня у нас в гостях профессионалы своего дела, визажисты, стилисты Надежда Аяпова, также Елена Исаева, также участница и призер конкурса Golden Asia 2015 Яна Шаяхметова. Ждем ваших звонков по номеру 59 20 01. Спрашивайте советов у наших дорогих гостей, как правильно краситься, со секреты и тонкости макияжа и в целом, что касается красоты, так как именно на эту тему мы говорим. А также напомню наших спонсоров, это компания Шуро, ледниковая вода Легенда и также холдинг Ассоль предоставляют образ телеведущим. Дорогие телезрители, если вы вдруг вне дома, как всегда напомню, что наша программа «Киефир» прямо сейчас ведется в онлайн-трансляции на Фейсбуке, на нашей официальной страничке, наш логин Киемуз-канал. Также мы есть и в других социальных сетях, это Одноклассники, Скайп и Инстаграм, наши официальные странички, где вы можете просмотреть все, что происходит на нашем телеканале, наших гостей, тему нашего эфира. Думаю, вам это очень интересно. Ну, а мы продолжаем. Недавно в Казахстане прошел грандиозный конкурс Golden Asia 2015, верно? Это уже 8-й по счету конкурс, и я знаю, именно ваша компания, ваш центр Beauty Med Plus является инициатором, организатором, который отправляет конкурсантов именно на этот конкурс, да? Да, девочек было много у нас, представляли разные школы с города Бишкек. Beauty Med Plus являлась организатором, то есть велись переговоры, приглашали учеников поучаствовать в этом большом конкурсе. В Казахстане этот конкурс проводится давно, он поставлен на высокий уровень, поэтому Beauty Med Plus хочет поднять такой же уровень у нас в Бишкеке. В том году, в 2014, мы проводили уже подобный конкурс Beauty Expo 2014, где приглашали гостей российских, казахских. Очень много наших девочек участвовало, заняли призовые места. В этом году мы также будем проводить, ждем всех 10 октября. Beauty Med Plus будет проводить этот конкурс Beauty Expo 2015 в большом масштабе, потому что я знаю, что у нас уже есть заявки и от казахских учениц, которые будут представлять. Уже есть также, да, желающие. Оповещаем в Бишкеке, чтобы ученицы готовились, знали, конкурс будет проходить. Какие критерии, Надежда, чтобы поучаствовать в конкурсе? Есть определенный призовой фонд, самое главное, да? Призы, конечно, будут. Они будут достойные. Критерии не младше 16 лет. Ждем всех желающих. Неважно, какой опыт работы, это юниор, новичок или уже мастер своего дела, потому что любой конкурс, он разбит по категориям. Это будут салоны, фантазийные, боди-арт и категории, где участвуют как профессионалы, так и новички. Вот хотелось бы спросить об уровне, да, наших мастеров, наших стилистов-визажистов в Кыргызстане. Елена, расскажите нам, на ваш взгляд, на взгляд профессионала, как наши ученики, то есть ваши ученики, догоняют ли других уже более высокого уровня, так как я думаю, уже вот одна из представительниц, да, юниоров, Яна, которая стала призером в конкурсе Golden Asia 2015. Ну, в принципе, наши девочки-участницы достойно выступили. Я не могу сказать, что их работы были намного хуже, чем, допустим, вот тех участников, которые заняли призовые места. Но единственное, что у наших участниц меньше опыта в таких мероприятиях. Конечно, и может быть, по подготовке где-то были какие-то ошибки, но все девочки молодцы, выступили отлично, у всех отличное настроение, они их нисколько, допустим, не расстроило, что, допустим, нет каких-то первых призовых мест. Они готовы и к следующим конкурсам. И я думаю, что теперь, ну, после того, как они в сравнении посмотрели, как эти конкурсы проводятся, как участники готовятся к ним, у казахов-то у них все равно побольше в этом опыта. А для нас это, ну, начало, но достойное начало. Ну, я тоже согласна с вами, занять призовые места, да, тоже это, я думаю, стоит похвалы. Ян, хотелось бы спросить у вас, вы были в категории юниоров, да, свадебной, Лётчиков. Да, Нет, юниоры. И расскажите нам поподробнее. Ну, в свадебном макияже в стиле пret-а-порте был
очень много участников, высокий уровень. То есть сама модель, кто Яна волнуется, да. Волнуется, потому что на конкурсе было очень много девочек, как раз таки вот юниоров свадебной категории. Скрывает, потому что волнения было много, и мы знаем, что многие девочки, модели падали в обморок. Кстати, накалялись, было много, да, как самих конкурсантов, так гостей в этом помещении. Поэтому многие теряли сознание. Они достойно вышли из этого положения. Молодцы. Тут даже ваша модель. Да, моя модель фантазийного макияжа. Да, как раз таки. Фантазийный макияж, что это такое? Немножко поподробнее. Свадебный, то есть... Свадебный – это просто чисто салоны свадебные. Традиционный, да, обычно? Ага. Я участвовала в 2 номинациях, просто чтобы было понятно. Она была в свадебном и фантазийном. Ясно. Замечательно. У нас есть ваши работы, да, у нас есть подборка фотографий именно с мероприятия и все ваши работы в нашей традиционной рубрике «Кей-фото». Давайте прямо сейчас, дорогие телезрители, посмотрим работы наших дорогих гостей, профессионалов своего дела, стилистов и визажистов Надежды Аяповой, а также Елены Исаевой и нашей участницы в конкурсе, который прошел в Казахстане, Golden Asia 2015, Яны Шаяхметовой. Прямо сейчас наша рубрика «Кей-фото», позже мы вновь присоединимся в студию и обсудим то, что мы прямо сейчас посмотрим все вместе с вами. Дорогие телезрители, тем, кто только присоединился к нам, я напомню, это программа «Кей-эфир». Как всегда, мы говорим на интересные, актуальные социальные темы. Сегодня мы говорим на тему извечную. Думаю, она всегда была и будет с нами. Говорим мы сегодня о красоте, о макияже, о секретах макияжа. Нам сегодня рассказывают гости нашего эфира, профессионалы своего дела. Надежда Аяпова, визажист-стилист и также председатель центра Beauty Med Plus, а также стилиста-визажиста Елена Исаева. И также мы говорим о конкурсе, который прошел в Казахстане, в городе Алматы, Golden Asia 2015. И с нашего Кыргызстана поехали очаровательные девушки. Сегодня у нас одна из них, это Яна Шаяхметова, которая стала призером в этом конкурсе. Мы только что посмотрели ваши работы, то есть это что-то из сказки, да? Такие вообще безумно. Просто мне даже не хватает слов выразить свое восхищение, что-то на голове, огромные прически, цветы, то есть это все боди-арт, да, направление, по-моему, называется. То есть я видела что-то необычное, но это на повседневные не пойдешь в таких макияжах. Что это такое, Надежда? Нет, здесь выбраны были фотографии как раз с этого конкурса, именно с номинацией боди-арта, которую мы увидели, а так здесь были представлены, вернее, он в Казахстане, и прически салоны, потому что сам макияж, свадебный образ, он требовал более сдержанных причесок, такой, который бы невеста пошла под венец. Поэтому там были сдержанные прически, красивые, салонные. Но для фантазийных образов, конечно, были яркие. И как сложно было, Яна, хотелось бы вас спросить, сколько времени заняло это все, это искусство, то есть там было ли время, лимит какой-то определенный, ограниченный, или же не было? Ну, конечно, всего за час времени нужно было сделать макияж именно на конкурсе.
То есть за час всего лишь. Это же такое маленькое время. Обычно же 3 часа это занимает, это минимум, да? Нет, на конкурсных работах устанавливается тайминг. Модели приходят уже с прическами, протонированным лицом, и время идет только на макияж отчет. Замечательно. Хотелось бы немножечко поговорить и о ваших ролях в этом мероприятии. Я знаю, вот сейчас у нас на столе лежит дипломы, да? Надежда, покажите это. То есть для вы были участия, в составе жюри, да? Да, мы с Еленой были в составе жюри, чтобы мы имели, так скажем, достойно могли судить конкурсантов, мы должны были сдавать экзамены. Если экзамен сдан, тогда вы имеете право быть членом жюри. Для этого выдается сертификат, который действует 2 года. Каждые 2 года нужно будет подтверждать свое судейство. А вот в конкурсе в целом гимназии сколько стран участвовало? Представительницы каких стран стали номинантами, призерами? Не могу точно сказать, какое количество было, сколько стран принимало. Участников было 60, да, но в основном это были казахские девочки и из Киргизии, большинство. Замечательно. И немножечко поговорим, наверное, об обыденном, да, то есть макияж в целом. Что такое макияж? Он уже известен очень давно, даже с первобытных времен. Люди красились в какие-либо яркие цвета, да, разные племена показывали свою принадлежность к тому или иному племени, крася красным, вторые племена желтым и так далее. Ну, то есть и с тех времен уже макияж был знаком, и сейчас вот макияж, то есть мастер-визаж, и чем вот отличие, да, вот именно мастера-визажиста, стилиста, есть какие-то ограничения, может, отличия? Наверное, визажист это больше салоны, которые выполняют только макияжи. Стилистом называют уже людей, которые смогут создавать прически или подбирать образ. Они его могут прочесть, они могут его создать. Тогда вы уже стилист. Ну, расскажите нам в целом, Елена, об особенностях макияжа, как правильно надо краситься, как не надо. То есть очень много, да, есть направлений, то есть дневной макияж, вечерний и так далее. Да, есть такое разделение, но я бы сказала, что на сегодняшний день границы вечернего макияжа и дневного уже стерты. Потому что, то есть даже так, да? Конечно, потому что все зависит от типажа именно конкретного женщины или девушки. Да? Потому что если девушка яркая сама по себе, конечно, для нее дневной макияж может быть более ярким, чем для девушки посветлее, поскромней, так скажем, профессиональными терминами, по контрастности меньше. Поэтому здесь нельзя как-то жестко ограничить, потому что часто сталкиваемся с таким, что для кого-то дневной макияж уже это вечерний, и ярче они не хотят. А для кого-то вечерний макияж — это дневной, они каждый день так красятся и ходят. Поэтому здесь специфика такая, что надо учитывать обязательно психотип клиента. Потому что, чтобы клиент остался доволен и не пошел домой докрашиваться или смываться. Поэтому, конечно, здесь приходится ориентироваться на клиента, потому что именно специфика коммерческого макияжа салонного, да, клиент должен остаться довольным. Да, но мы должны свою работу выполнить профессионально в любом случае. Ну а вот бывает же, что, вот, думаю, телезрительницы у нас есть, которые, быть может, в домашних условиях, которые не обращаются в салоны. То есть надо ли пойти хотя бы несколько раз, чтобы тебе показали базу, основу, да, чтобы дальше она знала, как ей идет, как ей не идет и как правильно вообще краситься? Конечно, я считаю, что каждая женщина должна уметь пользоваться этими маленькими женскими хитростями. Да? Это вот женская философия, женские тайны. Но для того, чтобы лучше себя познать и узнать, конечно, желательно обратиться к специалистам. Хотя бы вот, чтобы специалист направление правильное дал, да? Что правильно, что неправильно делать. Потому что очень многие девочки копируют картинки, те, что нравятся в журналах.
а это не всегда соответствует самая их главная типажу. ошибка, Да, конечно. Поэтому очень часто бывает, что клиент приходит, показывает красивую картинку, но он Говорит, эту картинку, «Я так хочу». да, но Я эту тоже так картинку делала. с собой он не ассоциирует. И бывает, ты можешь, визажист может в точности повторить этот макияж, он просто не пойдет. Поэтому здесь необходимо учитывать такие нюансы. И, конечно, чтобы женщина или девушка могли сами выполнять макияж, такие консультации нужны. Они идут как индивидуальные консультации для клиентов. Такая тема называется «Макияж для себя». То есть именно в вашем медцентре плюс можно прийти, получить, вообще просветиться, да, именно в макияже, в каких-либо тонкостях, секретах. Да. Мы ждем всех желающих в любой момент, любого возраста. Мы ждем наших учеников. Еще хотелось бы спросить о косметике, да, то есть какую правильно покупать косметику, где ее брать, то есть очень много сейчас мест, где покупают, и то есть не как раньше, да, то есть какие-либо ограничения, где-то есть, где-то нет. Сейчас везде можно купить. Вот хотелось бы у вас, как у профессионалов, спросить, стоит ли покупать вот те же самые тональные крема, которые стоят 500-600 сом, да, то есть такая средняя статистическая цена. Или же брать те, которые уже более фирменные, то есть которые уже более 4000 и выше, да? Нет, но здесь цена не устанавливает предел, профессиональная косметика или нет. То есть это за 500-600 сомов вы можете купить профессиональную косметику. Вот, и единственное, да, что есть такой стереотип, что если косметика дороже, то она лучше, да? Но опять же, за свой объективный центр я могу знают. сказать, что у нас идут прямые поставки профессиональных линий. И тональные средства стоят 600 сомов, 500 сомов, 700 сомов. Да, от этих цен вы уже можете оттолкнуться. Единственное, что хотелось бы пожелать нашим зрительницам, не покупайте косметику на улице, как любят у нас, да, где-то за речкой, там на Ужском рынке и тому подобное, непроверенную. Во-первых, условия хранения могут вызвать аллергию, товар может быть испорчен. И когда вы берете косметику в профессиональных центрах, вам дадут ее протестировать. Обязательно вы ее попробуете. Тут же получите консультацию, какой оттенок вам подходит, теплый или холодный, правильно выбранный цвет. Тогда вы уже не ошибетесь, не выкинете деньги на ветер и купите только нужный продукт, который вам подходит. Когда центры закупают косметику, они обязательно требуют сертификат качества. То есть этот сертификат мы можем предъявить любому нашему покупателю. И он будет спокоен. У вас можно просто прийти и приобрести косметику тоже, да? Можете как отучиться, так и получить консультации или просто закупиться косметикой. Замечательно. Дорогие телезрительницы, мы говорим о красоте сегодня, о макияже, о тонкостях макияжа и о конкурсе, который прошел в Казахстане Golden Asia 2015, где наши сегодняшние гости были в качестве жюри. Также наша гостья Яна была призером, также участницей именно в этом конкурсе. Дорогие телезрители, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы, спрашивайте. Думаю, есть что спросить у наших гостей, как правильно краситься, что вас в целом волнует, то обязательно, я думаю, наш эфир прямо сейчас предназначен для вас. Звоните, ждем ваших звонков. У нас также есть опрос, что вообще думают о макияже и вообще стоит ли краситься, что лучше, естественная красота или же, то есть, макияж. То есть, я думаю, вы тоже ответите, да, попозже на этот вопрос. Но думаю, сейчас уже нет человека, который бы не красился, да, я так думаю. Соглашусь, да. Есть ли это или нет, мы обязательно после нашего опроса узнаем. Прямо сейчас, дорогие телезрители, наша рубрика «Опрос», где мы у наших горожан, наших бишкекчан спрашивали, что лучше, естественная красота или же, то есть, краситься. То есть, что об этом думают наши соотечественники. Давайте прямо сейчас посмотрим. Хотят быть красивее, наверное, так? Не знаю точно. Не могу сказать. Чтобы красивее станет. А еще? Красивее, чтобы поприличнее. Ну, поприличнее, чтобы в обществе вот быть. Ну, не знаю, каждый для себя, наверное. Наверное, потому что хотят еще больше понравиться мужчинам. А вообще нужно ли краситься? Нужно иногда. Я не знаю.
конечно, можно же красить. Вообще, почему девушки красятся? Ну, красоты. Для красоты. Потому что красиво выглядит. Я думаю, что нет. Они и так красивые, молоды. Чтобы красивым быть. Нужно ли краситься, по вашему мнению? Девушка всегда должна ухаживать за собой, за красотой своей. Почему я крашусь? Не знаю, наверное, чтобы выглядеть по-другому. А вообще, как по-другому? Не знаю, ну косметика, она же преображает человека. Я не знаю, выражаем глаза, губы, скулы, поэтому и красимся. Вообще-то я считаю, что не нужно. Потому что девушка должна быть девушка, чтобы она была красивая, естественная, чтобы она была целомудренная и чтобы она любила свою семью. Кому как? Нет, естественная красота все равно лучше, но многие выбирают все равно, как и я, косметику. Хотят подчеркнуть черты лица, да. Многие это выбирают. А так, естественная красота это вообще самое лучшее, по-моему. Я так думаю. Мне кажется, в наше время уже пропадает естественная красота, все пользуются косметикой, и вот. Мы послушали, что в целом думают наши горожане, наши бишкекчане о том, что стоит ли краситься, зачем вообще краситься. Я хочу вас спросить, вообще, зачем девушки красятся? Да? То есть очень много ответов, у всех разные. То есть человек некоторые отвечают, потому что, чтобы быть красивыми. А вторая говорит, не знаю почему. Третья говорит, не стоит краситься. Девушка должна оставаться девушкой. То есть не понять, что и как. Хотелось бы у вас, как у профессионалов, спросить, вообще, для чего предназначен макияж, стоит ли краситься, как краситься так, чтобы так вот настолько естественно, и вообще в чем вообще цели или предназначение макияжа? Елена, я думаю, вам есть что сказать, и Надежда, у вас также, Ян. Начнем с вас, Елена. Ну, хорошо. Макияж, конечно, его первая задача, да, это скрыть какие-то недостатки, потому что они могут присутствовать на лице, там, от усталости, от недосыпания, допустим, те же синяки, круги под глазами замаскировать, да, какие-то недостатки на коже. Это значит, первое назначение макияжа, да, это маскировка. И второе назначение макияжа, то есть декоративной косметики, это украшение лица, то есть подчеркнуть достоинство, да. Придать губам красивый цвет, здоровый. В принципе, макияж, как еще расскажу, он может быть разным. Может быть как украшение ярким, может быть эстетическим, с коррекцией, да? Где-то изменить немножко неправильные линии глаз, там, бровей, потому что есть линии, которые добавляют возраста. Это что касается взрослых женщин. Очень хорошо женщина, все же замечают, когда она хорошо выглядит, когда она свежа, когда она моложе своего возраста. Все это можно при помощи косметики. Ну и предоставлю еще. Надежда, а у вас? Согласна с Еленой, да, макияж, он скрывает все недостатки, но еще грамотно нужно его подбирать по случаю. Вот, есть, тогда будет комфортно. Перекрашиваться сильно, да? Если это дневной макияж, не обязательно наносить кучу косметики. Выровняли цвет лица, где-то подчеркнули рельеф, все, вы уже хорошо выглядите. Если это вечерний макияж, да, он может быть немножко ярче, может быть даже где-то агрессивнее, если это клубный, мы говорим, макияж. Поэтому он прежде всего должен соответствовать месту и характеру самого клиента. Тогда ему будет комфортно с ним. Вот, хотелось бы узнать о неких самых основных, да, декоративных косметиках, к примеру, тональный крем, пудра, вообще цели для того, чтобы просто выровнять тон лица, ведь верно? Но если у нас, я думаю, самая большая ошибка у наших девушек, то есть они наносят очень много заметно, то есть с чем это связано вообще? Может быть, это связано с неумением использовать косметику или что-то скрыть. Потому что те же тональные средства, они могут быть легкие, которые подходят для летнего периода. Да, если нету никаких недостатков на коже, вы используете легкую продукцию, вам комфортно ее носить. Если есть что скрыть, вы берете фактуру поплотнее, также вы ее можете использовать в зимний период времени. Многие говорят, тональные средства или пудру использовать вредно, вы состаритесь. Это заблуждение, которое шло еще с советских времен. Что касается тонального средства как балет, да,
Тогда оно вредило коже. Но сейчас такая индустрия, что эти тоналки разрабатываются, столько в них полезных питательных увлажняющих компонентов, защитных факторов. На улицу выйти в данный момент без тонального средства намного опаснее, потому что пыль, грязь с улицы, вся эта экология оседает на вашу кожу. Защитите ее, нанесите тонкий слой тона. Во-первых, вы его выровняете, во-вторых, кожа ваша будет чистой, ухоженной. Я думаю, вы сейчас убили все мифы о том, что краситься плохо, не стоит краситься. Я думаю, это не только выравнивает цвет и тон лица, но и также и помогает, верно, да? Конечно. А как выбрать хорошее средство макияжа, декоративной косметики? Куда обратиться, где их купить? То есть мы узнали, что где-то там за речкой на улице нельзя покупать, да? Но куда обратиться, в какие центры? И, в принципе, такая средняя цена, да, то есть косметики. И какой фирму брать лучше? Ну, фирму здесь рекомендовать сложно. Человек должен сам выбирать по своим финансовым возможностям. Да, это вот если возвращаясь к тому разговору, что тональная основа может стоить либо 500 сомов, либо там 4000. Клиент выбирает сам. То есть в зависимости от своих финансов, да? Если визажист, допустим, какой-то компании, какого-то бренда косметического, он, конечно, из линии этого бренда может что-то предложить. Тональные основы, они могут, как Надежда сказала, разные быть по текстуре, более плотные, допустим, для вечернего варианта макияжа, более тонкие, более легкие для повседневности, потому что какие-то стойкие текстуры вообще-то не рекомендованы на ежедневное использование, потому что, конечно, для кожи это более агрессивная как бы среда, да. Еще хочу вот добавить, что тональной основой не только как бы неправильно, если думают, что вредно пользоваться, если правильно ее применять, используя для этого базы, которая защищает еще, да, предотвращает глубокое проникновение пигмента в поры. И обязательно вечером снимать макияж, обязательно умываться. Это обязательно. Конечно, правильное очищение. Пришла устала. Или очень часто клиенты грешат тем, что с профессиональным макияжем по 2, а то и по 3 дня ходят. В целях экономии. Буду ходить 2 дня в нем. Это, конечно, замечательно, если работа визажиста нравится клиенту, но все-таки снимайте, как бы очищайте кожу, потому что именно вот это может навредить коже, а не нанесение тональной основы. А также вот по уходу за лицом, да, то есть многие тональные средства не особо не помогают, если проблема есть в лице, да, то есть на коже. Это тоже надо обращаться куда-либо, в какие-либо медцентры, чтобы избавиться от всех этих дефектов, проблем с кожей. Какими средствами тоже надо пользоваться, чтобы лицо, во-первых, выглядело очень равномерным, без всяких пигментных пятен и углевой сыпи и так далее. Но здесь декоративная косметика, она вам помогает скрыть какие-то проблемы поверхностно. Если они идут изнутри, нужно обращаться к врачам-дерматологам, косметологам, они будут их лечить. Потому что декоративная косметика, она больше скрывает, но не лечит. Есть компоненты, которые, да, предотвращают там появление тех же прыщей, воспалительных процессов каких-то скрывают, но полностью не излечат. Здесь уже нужны косметологи и медики. Ну да, потому что декоративная косметика, еще раз подчеркну, несет функцию камуфляжа, то есть маскировки и украшения. Поэтому не стоит ждать, что тональная основа вылечит. Ясно. Я думаю, вы много что рассказываете, раскрываете все секреты и тонкости нашим телезрительницам. Дорогие телезрители, сегодня мы вновь, повторюсь, говорим на тему макияжа, красоты и все тонкости, секреты из индустрии красоты нам рассказывают наши гости, очаровательные Надежда Аяпова, которая является визажистом-стилистом, а также представителем медцентра Beauty Med Plus, а также Елена, ну и наша очаровательная милая гостья Яна, которая участвовала в конкурсе Golden Asia 2015, стала призером. Так что, дорогие телезрители, присоединяйтесь к нашей беседе, мы ждем ваших звонков, у вас есть возможность спросить у профессионалов советов по уходу за лицом, какую косметику подбирать и в целом, что все вас интересующее, задавайте, наши сегодняшние профессионалы ответят на все интересующие вас вопросы. У нас в эфире сейчас маленькая короткая реклама, позже мы вновь присоединимся в прямой эфир. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Дорогие телезрители, мы вновь в прямом эфире. Говорим сегодня мы о красоте, в целом о макияже, о визаже. У нас сегодня профессиональные стилисты-визажисты Надежда Аяпова, а также Елена Исаева, которые сегодня нам целый час в прямом эфире рассказывают о секретах красоты, макияжа, как правильно краситься, как правильно подбирать те или иные декоративные косметики, как ухаживать за лицом. Ну и также у нас буквально недавно в Казахстане прошел конкурс Golden Asia 2015, где наши сегодняшние гости Надежда Аяпова и Елена Исаева были в составе жюри. Ну и также наша гостья Яна Шаяхметова, участница конкурса Golden Asia 2015, которая стала призером в категории юниоров. Сегодня нам рассказывают интересные, думаю, секреты, раскрываю. Так что присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы, спрашивайте советы. Ждем ваших звонков по номеру 59 20 01. Ну, а мы продолжаем. Хотелось бы еще спросить о тонкостях других видов макияжа. То есть очень много направлений, верно? Есть и свадебные, так как вы сотрудничаете с свадебным салоном Верона, да, где все невесты обращаются к вам, а именно ваш салон. Думаю, это одно из самых сложнейших, да, видов макияжа. Так что, так как невеста, она очень капризная, да, я думаю, я так по себе уже представляю, что вот если когда я выйду, я пойду там чуть ли не за месяц, чтобы пробный макияж. Думаю, это правильно, да, нежели чем прийти в этот день сказать, вот я выхожу замуж, накрасьте меня. Но здесь сложный вопрос, потому что кто-то любит пробный макияж, кто-то нет. Во-первых, невозможно повторить, скопировать предыдущий макияж, где-то будут различия, да, какие-то растушевочки, какие-то оттеночки. Потом сталкиваешься с такой проблемой, что невеста пришла на пробный макияж, она обязательно его к чему-то приурочит. Это будут love story, какие-то съемки, девичники. Но в день свадьбы она приходит и говорит, меня уже с этим макияжем видели, будем делать что-то другое. Если есть опыт, да, конечно, вы переключаетесь, делаете макияж, подходящий для ее глаз, но так, чтобы он отличался. Но есть и плюсы в пробном макияже, потому что вы узнаете все тонкости невесты, что она хочет, вы чувствуете ее характер. Потом, сделав макияж, невеста может прийти домой, одев свое платье, если нету платья, какое-то белое, не знаю, белую рубашку, что-то накинуть светлое и посмотреть, как она будет выглядеть с этим макияжем, походить, пофотографироваться, привыкнуть, ей будет комфортно. Потому что, опять же, часть клиентов красится, кто-то не красится совсем в жизни. И нужно будет к этому макияжу ей привыкнуть. Если она хочет попробовать на свадьбу что-то новенькое, да, тогда лучше сделать пробный макияж. Но свадебный макияж, он еще отличается. Во-первых, он должен быть стойкий. Невесты идут ранним утром, им нужно гулять весь день до утра практически следующего. Быть красивыми целый день. Обязательно должна быть профессиональная, проверенная косметика. Потом он не должен добавлять ей годы, он должен сохранить эту юность, но при этом глаза должны быть выразительны, потому что однотонный цвет наряда может сделать ее тусклой, блеклой на фотографиях и видеоотчетах. Потому что свадьба проходит очень быстро. Остаются фото и видеоотчеты, которые они будут просматривать, скажут, а где-то не доработали. Поэтому здесь нужно Надежда, я думаю, вы сталкивались, да, с такой проблемой, то, что невеста привыкла к одному виду макияжа, да, она приходит, говорит, сделайте мне так. Но вы понимаете вот со стороны, как профессионал, да, если он ей не подходит, на фотографиях будет совсем по-другому, будут добавлять ей годы, ну какие-то минусы в целом. Как ее переубедить, то, что это неправильно? Ну, обязательно все аргументируем. Да, то есть нужно объяснять подетально. Если не подходит макияж глаз, почему он не подходит? Допустим, объемное нависшее веко, просят светлые оттенки или перламутр, который еще больше добавляет объем. Это будут уставшие, воспаленные глаза. Кто-то просит розовые оттенки, которые тоже не подходят. Поэтому все нужно объяснять, показывать на пальцах, и они в сравнении уже сами принимают решение и видят, что действительно та или иная схема, тот или иной оттенок или фактура могут и усугубить проблемы какие-то на лице. Елена, а у вас в истории вашей работы были ли такие интересные случаи с макияжем для невест? И в целом тоже об этом расскажите нам поподробнее. Ну, интересные случаи вы, наверное, имеете в виду недовольных невест? Быть может, и если казусные, быть может, и наоборот. Ну, знаете, как бы даже у самого хорошего специалиста бывают какие-то такие вот моменты. Думаю, это бесспорно. Да, я думаю, что это в принципе нормально.
После таких клиентов надо учесть какие-то ошибки свои, да, сделать выводы и, в принципе, не бояться дальше идти. Просто все эти нюансы потом их учитываете, работаете с клиентом и находите правильное решение. Такие моменты в работе, они помогают вперед еще пройти, потому что это как работа над ошибками. Ну, а в принципе, я знаю, что не все визажисты так работают, но хороший способ работать перед зеркалом. Вот если невеста не взяла пробный макияж, вы с ней не работали, когда вы работаете перед зеркалом, она видит, как она меняется, и видит, что она в лучшую сторону меняется. Если ей что-то не нравится, она тут же скажет, и вы тут же можете что-то в процессе изменить, чем когда по окончанию работы, когда уже вся работа выполнена, что-то менять уже сложно, потому что не все люди адекватно воспринимают цвета. Кто-то хочет даже, вот если пусть не в свадебном макияже, хотя там синий или фиолетовый, а потом они пугаются этого цвета. А извините, такие декоративные оттенки уже тяжело натурально изменить, да? Поэтому, когда в процессе это все обсуждаешь, конечно, и результат лучше. Также хотелось бы немножко спросить о правах, то есть тех клиентов. К примеру, у меня были случаи, когда приходишь, макияж не нравится, совсем не нравится, она смывает, и мастер будет ли ее потом красить? Вот как бы учесть, то есть избегать этих острых углов. Ну и также, я знаю, не всегда мастер показывает, ставит тебя перед зеркалом, начинает красить, ты ложишься, она тебя красит, и ты уже встаешь, уже все готово. То есть какие права у клиентов и как правильно, то есть чтобы не было такого. А я вот стоишь перед зеркалом, я не хочу такого макияжа. Я думаю, были, да, такие ситуации? Есть, и они всегда есть такие клиенты, которые, быть может, недовольны, или же Надежда, может, вы расскажете нам? Но в первую очередь, вот ваша фраза «ложишься, встаешь», неправильно делать макияж лежа. Мимика меняется, клиент всегда должен сидеть. Это во-первых. И потом, если макияж не нравится, можно спросить, что именно не нравится. Если удастся что-то переделать, вы переделываете. Но если клиенту не нравится, конечно, в его праве не оплачивать макияж. Но здесь спорно идет вопрос, потому что я знаю, что бывали случаи, вот у девочки знакомой, просто клиент не хотел платить. То есть такие случаи есть клиенты, но чаще всего это в недорогих салонах, когда... иногда такое слово есть некрасивые залетные клиенты, одноразовые, не постоянные, прибежали, сделали. Вот что-то не нравится, что понять не могу, давайте смоем, нет, смывать не будем. Ну и бывает, что не хотят оплачивать. Но в основном, мне кажется, с мастером всегда можно найти общий язык, что-то изменить, переделать. Но если не нравится совсем, клиент не оплачивает этот макияж. Это его право. А если он может смыть обратно, попросить, чтобы ее заново накрасили? Как вариант, почему нет? Да. Если есть у мастера время. Да, нету последующей записи, то почему бы и нет? Можно. А в целом макияж сколько часов занимает? Да? То есть это же надо тоже учитывать. В среднем час. Да, если мы говорим о салоне вечернем макияже, это час. Если свадебный, он длится где-то часа полтора, потому что идет обработка области декольте. На это тратится время. Час-полтора. Замечательно. Но сейчас мы переключимся на маленькую музыкальную паузу, да? Позже мы вновь присоединимся, придем в нашу студию, далее начнем говорить. Дорогие телезрители, у нас сейчас в эфире короткая музыкальная пауза, не переключайтесь, позже мы вновь в прямом эфире с вами. Asmanga seni jettelegim gelet Kıyaldar adamga ar bir dilegim beret Yeah, 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 yeah Gülüp koyçu, Mana indi kotarıp Gülüp koyçu, Gülüp koyçu Gülüp koyçu Gülüp koyçu Büyüktük
sezimin yürekten öçür böyle Andıktan dostlar hiç kaygırı bakın böyle Дорогие телезрители, мы вновь в прямом эфире. Сегодня мы говорим об конкурсе Golden Asia 2015, который прошел в Казахстане, где наши сегодняшние гости принимали участие, а также в составе жюри. Наши гости — это Надежда Аяпова, стилист-визажист, также Елена Исаева, стилист-визажист, и Яна Шаяхметова, которая участвовала в конкурсе и заняла призовое место. У нас уже остались буквально считанные минуты до конца нашей программы, так что, дорогие телезрители, успейте позвонить и присоединиться к нашей беседе. Но думаю, вы сейчас нас смотрите и слушаете, и думаю, очень много полезного извлекли для себя и взяли на заметочку. А также напомню, что наши спонсоры — это компания Шоро, ледниковая вода Легенда и холдинг Ассоль. А также мы есть и в социальных сетях. Не забывайте, что вы всегда можете зайти к нам на наши официальные странички в социальных сетях, на Фейсбуке, в Скайпе, в Инстаграме, в Одноклассниках, где вы можете просмотреть наши эфиры, наших интересных гостей, тему нашего эфира. У нас есть вообще нашей телезритель, первый дозвонившийся. Давайте послушаем его вопрос. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Алина. Алина, очень приятно, вы в эфире. Мы ждем от вас вопросов нашим гостям. Я визажист, и я хотела бы узнать, как можно вообще попробовать поучаствовать вот в таких конкурсах, и хотела бы поинтересоваться у участницы, у победителя, у призера, ну, как проходит конкурс в целом, эмоции какие, то есть сколько принимает стран участие, в каком составе команда от Кыргызстана ездила. Это все, да, Алин? Да. Спасибо большое, Алин. Мы как раз, я думаю, хотели бы, да, вы поднять этот конкурс, который пройдет и у нас. Надежда, вы расскажете? Ну, BeautyMed Plus будет проводить, да, это центр BeautyMed Plus, он будет проводить, обучающий центр, создает подобные конкурсы в Кыргызстане. Этот конкурс будет проходить 10 октября в Beauty Expo 2015, где мы ждем всех желающих, как юниоров, так и профессиональных визажистов, принять участие. Также приглашаем всех знакомых
жителей нашего города, поболеть за наших участников. Номинаций будет много. Это будут свадебные макияжи, это будут фантазийные образы. Поэтому выставка будет очень интересна, будет много представлено продукции. Полезно даже простому обывателю побывать на подобных выставках, потому что здесь за 3 дня вы познакомитесь со всей продукцией, которая представлена не только в Бишкеке, но и в Кыргызстане и в соседних государствах. Ага, а заявку надо подавать? Заявку можно уже подавать сейчас, с сегодняшнего дня, да, сейчас, потому что подготовка будет проходить все это время, вас внесут в список, и вы станете участниками. Я думаю, Алина, вы запомнили, да, что можете подать заявку и тоже поучаствовать. Также Яна нас спросила у вас, да, какие у вас были ощущения, эмоции, какая в целом атмосфера царила в конкурсе? Конечно, было волнение, очень сильное, потому что было много участников. Но самое главное — это на месте собраться и сделать достойно свою работу, которую вы готовились, тренировались. Ну, я думаю, вы с этим справились прекрасно, так как заняли призовые места, да? Наша программа уже подходит к концу, и я бы хотела дать свободный микрофон вам, Елена, пару слов, и вам, Надежда, от профессионалов, визажистов, да, то есть нашим дорогим, очаровательным телезрительницам пару советов по макияжу и в целом по уходу за лицом, за собой. Ну, хочу еще раз подчеркнуть, что действительно приобретайте косметику либо в профессиональных фирменных магазинах или отделах, или в каких-то профессиональных центрах, чтобы вас и проконсультировать могли, и, может быть, где-то что-то вы попробовать могли. Ну и не бойтесь экспериментировать. Вы молодые, красивые, юные, поэтому пробуйте все, пробуйте разные варианты макияжа, не будьте однообразны. Жизнь будет прекрасна. Замечательно. Вам спасибо большое, что пришли, рассказали. Сегодня очень много интересного. Вам пожелаем только успехов. И думаю, наши телезрительницы, которые смотрели нас, и мы в том числе обязательно придем и посетим мероприятие ваше. Теперь, я думаю, наши дорогие телезрительницы будут знать, куда обращаться. Если вдруг вы захотите пройти курсы визажиста или же других направлениях, то Beauty Med-центр Плюс всегда готов вас встретить. И двери, думаю, открыты каждый день, всегда для всех клиентов. Дорогие телезрители, наша программа уже подошла к концу. Сегодня целый час с нами в прямом эфире Надежда Япова, Елена Исаева, визажисты и мастера, рассказывали в целом о секретах макияжа. Ну и также Яна Шаяхметова, которая участвовала в конкурсе Golden Asia 2015 и заняла призовые места. Ну, я с вами прощаюсь. С вами была я, Кунбаева Джинара. Смотрите нашу программу Кей-эфир и Кей-муз каждый день ровно в 19:30 на нашем телеканале Кей-муз. Всем до скорых встреч, всем пока и хорошего продолжения вечера.